11 декабрь көнне муниципаль район хакимиятенең утырышлы залында алкоголь һәм наркотик чараларны законсыз куллануга һәм аларның законсыз әйләнешенә каршы көрәш буенча ведомствоара комиссияның чираттагы утырышы узды. Утырышны район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин алып барды. Чарага районның авыл советы авыл биләмәләре башлыклары, авыл старосталары, район прокуроры ярдәмчесе Искәндәр Бахманов, район эчке эшләр бүлеге начальнигы урынбасары Марат Зарипов, полицияның участок уполномоченныйлары, масса күләм мәгълүмат чаралары, мәдәният бүлеге начальнигы Раил Гомәров, яшьләр сәясәте, физик культура, спорт һәм туризм буенча комитет рәисе Иршат Фәсхиев чакырылган иде. Утырышта ике төп мәсьәлә: районда алкоголь продукцияны, наркотикларны законсыз сату һәм янгын хәвефсезлеге торышы тикшерелде. Соңгы 2 ел эчендә районда нарколог торучылар саны артуын билгеләде. Үз чыгышында район үзәк дәваханәсенең баш табиб урынбасары Гөлназ Нуриева. За последние 2 года наблюдается рост числа пациентов, состоящих на диспансерном учете у врача-нарколога. На сегодняшний день на учете состоит 300 пациентов. В том году это было 216 человек. Третью часть занимают женщины. И что неотрадно, почти 70% это лица в возрасте 20-39 лет. Кроме этого, на учете у нарколога у нас состоят и несовершеннолетние дети. Это потребители, они состоят у нас с диагнозом потребителей алкоголя, это 2 девушки и 3 юноши. Как следствие, растет количество пациентов, поступивших в стационары нашей районной больницы с алкогольной интоксикацией. Если в 2017 году было 189 пациентов, которые обратились в состояние алкогольной интоксикации, в 2018 это 232, рост идет на 20%. При этом доля мужчин среди них занимает 83-85%. И из них трудоспособный возраст это 85% мужчин. Но дети с алкогольной интоксикацией у нас не зарегистрированы. Среди умерших от токсического действия алкоголя это 11 человек. Также наибольшую долю мужчин это 9 человек и 2 женщин. Районда эшкечелек аркасында җинаятьчелекнең дә артуы күзәтелә. В разрезе на сельское поселение по незаконному обороту спиртосодержащей продукции в Яркельском сельсовете выявлено 3 факта, Новомедведевский 3 факта, Старокутовский 3, Игметовский 3, Юндонский, Андреевский по 2 факта, Ябалакский, Саевский, Кузовский, Бастамарский, Исамбаевский, Шкаровский, Бешкураевский, Игметовский по 1 факту. За 11 месяцев 2019 года всего зарегистрировано 267 преступлений, из них окончено 206. Из оконченных 206 пьяными совершено 109 преступлений. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года плюс 12 фактов или на 12,4% больше. Янгыннар саны да уйланырга мәҗбүр итә. Соңгы еллар белән чагыштырганда 3 тапкырга арткан. На сегодняшний день произошло 63 пожара и загорания. Это по сравнению с прошлым годом в 3 раза больше. Пожаров, как таковых настоящих, с ущербом 38 пожаров было. В прошлом году, если 21, то в этом году 38. Загорание травы 17 и загорание мусора 8. На пожарах погибло 3 человека, в прошлом году погибших не было. В этом году травмированных нет, но в прошлом году 2 человека было. Основные причины возникновения пожаров явились неосторожное обращение с огнем или пожары по группе этих причин, это много, и неосторожность при курении, при обращении с огнем, при сжигании травы и мусора. 37 случаев из этих. При эксплуатации печей 9 пожаров, 5, рост на 150%. По электрическим причинам 7, в прошлом году 3 было. Нарушение правил монтажа электрооборудования 7 пожаров, в прошлом году 2 было. На транспорте 2 пожара, в прошлом году 1 был. И умышленный поджог 1. В прошлом году не было. Основными местами возникновения пожаров явились жилые дома граждан, 12 пожаров, в прошлом году 6 было. Надворные постройки 20, в прошлом году 10. Автомобильная, тракторная и другая техника 2 пожара, в прошлом году 1 был. Квартира 1, в прошлом году не было. Иные места в прошлом году такие
наименования не было. Загорание мусора 8. В прошлом году тоже. Ну, в прошлом году, наверное, участки не брали. И трава 17 случаев. Район советы депутаты Ришат Баширов зур борчулы белән соңгы вакытта яшь үсмерләр арасында таралган снюс, конфет, мармелад, савгыз рәвешендәге никотин продуктының безнең район кибетләрендә дә бернинди шикләнүсез сатылуын, мәктәпләргә таралуын җиткерде. Снюс деген наверное, как раз все слышали, наверное, это законный, по идее, так скажем, наркотика, потому что содержание одной именно таблетки, жевательной резинковой игл, содержится около 60 штук сигарет, можно сказать, никотина. Безумительно по закону 2015 года фактически запрещен жевательный табак, но синтетический никотин фактически не запрещен. У нас синтетический долгожданный, он более еще раз, как скажем, опаснее, чем обычный табак, потому что привязка к именно табаку сразу получается. Сразу балашара, сразу привыкание. Есть, безумительно, дозалары бар 60, 90, 100. Вы даже знаете, где это продается в нашем районе. Наверное, Рика.бар уже, кто продает, кто-то уже закрыл. Потому что обращение родителей на коп был именно Шушайыр Вынча. Потому что она даже фактически невозможно выявить. Конечно, исерек түгел, искилмей, бір нәрсе келмей, ол даже үйінде де шул бір наузын атығып, спокойно тұрған может, просто получает энное количество никотина и тем самым губит өзінің организм получается. Четверть школда бар дейділер о том, что бар тасталарында шушынды конфетлер ята дейлер. Потому что ол балаша апайт бейнесіне дейлер, бейнесі оқытушысын айтқан, оқытушы таушыларына дейбескен шушынды. Просто шушынды фактылар бар, фактически. Ну, предпринимателер, агерде мектеп кырында шушы продукцияны распространитель туралы екен, агерде саталар екен, бұл фактлар бойынша біз неужели сообща решение принять не можем? Наверное, можем. Ерке мектебінде балалар көп, аның қаршында қойып сатып тұрғаш бұл кіші обязательно дальше бұл продукция артынан келешек. Бір шушыңа тяга келіп шыққаш, аңа понятно ақша кіреді, но балалар не балтыр өтеміз. Бірінші сұрыстар фактически, екінші сұрыстан кірді. Так что, әкірнеп, аның бір пачкасы 200 теңге. Шуға балашалар или өліптәлер, или бар случайлар отравление, жесткое отравление ол, или нәрнен өліптірәді, или әрнен өліптірәді. Шуға ютсаң вообще язва дейлер. Уже думаете, что все-таки понимаю, что шындақта легальный, но пока что закон не принят, что если общая борьба не будет. Халқыны играли, главное, напорство. Мы знаем, что полиция в этом случае фактически, юридически ничего не может сделать, а тут-то, потому что это моя лучшая. Тут сам даже реагирует. Ну, а если что, мы увидим, что аул сельсовета не так уж улада распространен, самый распространен яркий. Самый распространен, что яркий içinde. Яркий. Самое главное, мектеп кина түгел, детсад балаларына нетіп бараталар. Но бізде түгел именно, может, танцы. Детсадтық айтмейміз бізде. Потому что у нас приведенный факт по России уже. Бұл конфет обычный жевательный резинка. Білекей генә матур гына. Утырыш барышында каралган мәсьәләләр буенча килеп туган сорауларга полициянең участок уполномоченныйларының һәм авыл советы авыл биләмәләре башлыкларының аңлатмалары тыңланды. Шора ахырында хакимият башлыгы Илдар Мустафин хезмәт ветераны Мөсәвир Алиевка туган көне уңайыннан Бердәм Россия партиясының генераль советы секретаре Андрей Курчакның котлауларын Үзәк МТ җәмгыятенең истәлекле бүләкләрен тапшырды. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.